То есть я не взращивала в себе ожидания, что сейчас к нам люди приедут, и за неделю мы их починим, или за 2 недели их жизнь раз и изменится. Я надеялась, просто мы поможем им хорошо провести время, уже хорошо. Мы ездили в Дубну, потому что, когда нам тяжело, мы в какой-то момент начали просто ездить в Дубну, и там так хорошо, там Волга, и это близко от Москвы, и можно просто сидеть у воды, на песке, пить вино и молчать. И потом мы ехали обратно в электричке, и мы подумали, как было бы круто, если бы еще какое-то количество людей могло с нами так ездить, потому что, кажется, это супер. Но на самом деле, да, мы так вот в этой поездке полностью придумали проект. И мы связались с проектом фонда «Бёля. Устойчивый активизм», которые, я считаю, наши учителя. Мы занимаемся по их книжке, практиками самопомощи, и они нас финансово поддержали. Мы написали в тбилисский шелтер-сити. Это тоже стационарный ретрит для активистов, где люди могут отдыхать прямо 3 месяца. Наш шелтер, он направлен в основном на поддержку фем-активисток и ЛГБТ плюс активисток. Вот. И это та повестка, которая уже в России считывается как политическая, как политический активизм. Это та повестка, которой государство и полиция противодействуют. И есть активисты и активистки, которых преследуют, которые уже стали политзаключенными, как Юлия Цветкова, которые сталкиваются с физическим, моральным, психологическим насилием в свой адрес. У нас есть ограничения в коммуникации. Мы просим в общих пространствах, это в гостиной, не обсуждать активизм, не обсуждать новостную повестку и соблюдать какой-то информационный детокс. Вот. Мы просим мьютить чаты рабочие, просим сообщать коллегам, что выстраивать границы с коллегами, объяснить коллегам, что коллеги, я отдыхаю, я на ретрите, пожалуйста, меня не беспокойте. И мы в первую очередь встречаемся с каким-нибудь новым человеком, спрашиваем, а кем ты работаешь, чем ты занимаешься. Вот. И мне кажется, супер важно, что здесь можно от этого уйти и узнать там, не знаю, что человек любит, не знаю, там, какие его любимые животные, и что он любит делать в свободное время, а не то, на чем его какая-то профессиональная идентичность базируется. Россия будет свободна! Свобода творить запрещена! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Я свободный человек! Это моя страна! Девушка, отходите от автобуса сразу! Мы стали отдавать приоритет тем, кто непосредственно недавно столкнулся с полицейским насилием или сотрудникам организаций, которые помогают пострадавшим от насилия, потому что они все сверхурочно работали месяц и абсолютно там не обезумели. И они просто засыпали, на ковре во время практик. Они не спали там несколько дней подряд, потому что круглосуточный был поток помощи. Вот. И это была группа, где неделю все просто отсыпались, а потом все такие: вау, практики, у нас есть силы, у нас есть ресурсы. Это было тоже поразительно. Выгорание еще происходит от того, что активизм очень многие люди считают не работой, не трудом. Типа, а от чего ты устала? Ну, подумаешь, активизм. И когда мы открывали фемдачу, мы получили очень много отзывов о том, что многим активистам, даже которые сюда не могут по своим каким-то причинам приехать, им просто приятно от того, что мы есть, потому что то, что мы есть, как бы говорит им о том, что их труд важен. Ну, проект заканчивается в апреле. То есть в конце апреля мы отсюда выйдем, из этого пространства. Вот. Но я надеюсь, что появятся какие-то другие инициативы людей, которые посмотрят на это. Потому что мне кажется, что в активистском комьюнити вообще супер необходим диалог о том, что то, как сейчас все существует, это не очень нормально, потому что невозможно все время работать на износ, невозможно, потому что приходят новые люди, и они очень быстро устают. И так каждый раз.
То есть все, там, кто-то выгорает до конца, уже не возвращается в активизм. Кто-то очень-очень долго работает на каком-то абсолютно состоянии, на котором невозможно работать. Вот. И мне кажется, об этом нужно разговаривать, и, ну, как бы, чтобы все осознавали, что, возможно, иногда лучше вот сейчас, в данную секунду, сделать меньше, но на какой-то долгосрочной перспективе сделать больше, в этом будет больше смысла. Вот. Да, я надеюсь, что пример Фемдачи вдохновит каких-то других людей делать подобные проекты.